самый север Якутии, побережье Северного Ледовитого океана, царство льда и суровых ветров. Именно сюда, преодолев свыше 2000 километров, стремилась новая автомобильная экспедиция проекта «Пути великих свершений Якутск-Тикси». И самое главное, чем запомнилась эта экспедиция, это удивительный народ нашей республики, который издревле знаменит своим гостеприимством и особым отношением к тем, кто в пути, к тем, кто идет путем великих свершений своих предков. Оператор минус. Устанавливала тоже. Да. Ой, ваша борода. И кевит пока. Все. Хорошей дороги, на связи, Богдан. Спасибо. Целую, жду. Тоже. Целую. Все, давай. Да. После сбора участников экспедиции на берегу Лены советник главы Якутии, руководитель проекта «Пути великих свершений» Георгий Никонов по якутскому обычаю провел обряд алгыс и вручил всем участникам специальные значки, символизирующие причастность к проекту «Пути великих свершений». Она сегодня всем участникам экспедиции будет вручать. Тут есть ветераны, а есть молодые, как будем говорить, новые, но им, как говорит, авансы. Она имеет удостоверение и номер. Поэтому у нас Владимир Афанасий Семенович уже давно вот это у него прикрепленное лежит. И его надо, я бы хотел бы вручить. Сделано не для ношения в пиджаке, а для экспедиций, для командировок, что всегда носили с собой, когда будете проходить везде любые, как говорится, места. Поэтому решите вручить. Да, спасибо. Первый будем вручать уже как бы привинчивая. Оправдаем ваше доверие. Спасибо. Да, обязательно. Сегодня стартует экспедиция автомобильная по маршруту Якутск-Тикси, организованная нашими общественными организациями Ассамблеей народов России, Русским географическим обществом. Проект реализуется в рамках «Путей великих свершений» в составе представителей наших ведомств, Государственного собрания ЛТМН, издательского «Чолбон», журналисты. Первая остановка Тополиная, вторая Батагай-Верхоянск, следующая Усть-Куйга. Проведем круглый стол в Найбе и конечный пункт поселок Тикси. По истории, по развитию дороги, по взаимодействию с нашими промышленными предприятиями, проблемным вопросам населения, фиксация на видео, фото, в письменном виде, все это будет сделано и, конечно же, доведено до общественности. У нас 4 автомобиля, 4 УАЗа Патриот, 12 человек. Команда в большинстве своем очень одухотворенная. Все люди знатоки, специалисты, профессионалы своего дела. Мы узнаем много чего интересного и обязательно об этом расскажем и покажем вам. Будет очень-очень интересно. Заправка. Заправились карточкой Туймада нет. Сейчас заправляемся, когда бензин израсходуется в Итыкёле. Затем берем карточку Кандаги и по этой карточке будем заправляться по пути. Пока ее не израсходуем. Потом уже переходим на наличные деньги. Ваши, там, наши, там и так далее. После ценных указаний начальника экспедиции Афанасия Владимирова, наша разношерстная компания выехала на лед Великой реки Лена.
А дорога предстояла не близкая, с учетом обратного пути около 4500 километров, значительная часть из которых пролегает по зимникам. Поэтому еще на этапе планирования звучало много скепсиса по поводу выбора марки автомобилей УАЗ «Патриот». Первая запланированная остановка состоялась в Итеккёле, на древней земле Аланхо в Таттинском улусе, родине светил якутской литературы Алексея Кулаковского, Платона Аюнского и многих других. Знаменательно, что одной из основных целей нашей экспедиции являлось исследование периода жизни Алексея Кулаковского, когда он был назначен комиссаром Временного правительства по Верхоянскому округу и много путешествовал по тем местам, где пролегал наш маршрут. Мы остановились у партнера проекта «Пути великих свершений» акционерного общества «Татта Автодор», где нас радушно встретил наш друг, генеральный директор предприятия Иван Иванович Бачонин. Мы пообедали, заправили автомобили, пообщались с прессой и обменялись памятными подарками. Сразу интервью. Пути великих свершений для того, чтобы в составе экспедиции, автомобильной экспедиции, двинуться в город, в поселок Тикси. Первые 200 километров пути пройдены замечательно, динамично, быстро, здорово. Я думаю, будет очень много интересных кадров, очень много материала. Поэтому я думаю, что здесь впечатлений будет каждый день, каждый километр, просто неимоверное количество. Я рад, что в составе такой команды, таких опытных исследователей, историков, географов удалось совместить и путешествие, и работу свою на канале Якутия 24. Спасибо. Да. В официальных источниках сказано, что... Нужно двигаться дальше, и нас снова ждет федеральная трасса Колыма. Все, подтянулись, поехали. В сборе? Да. Даешь хандугу. Следующая остановка на границе Таттинского улуса и Тампонского. Временами идет снег. Без остановки проехали Олбу и через 30 километров пересекли границу Томпонского улуса. Еще через 50 километров спустились на лед величественного Алдана, славящегося золотоносными притоками, рыбой, крутым нравом и своей невообразимой красотой. Ну что ж, друзья, наша экспедиция добралась до поселка Хандага. Это административный центр Тампонского района. Здесь, в торжественной обстановке, заслушав очень познавательную лекцию о подвиге героев-летчиков, наше командование, наше руководство возложило венок, гирлянду к памятнику героям-летчикам. Очень добродушно встретили нас здесь местные представители власти, представители администрации. Выпал снежок, как вы видите, он нас накрыл немножечко при подъезде к Хандаге, но это завершилось небольшим легким снегопадом. В итоге ничего страшного, сейчас мы обедаем, двигаемся дальше. У нас впереди сегодня конечная точка нашего маршрута сегодняшнего дня – это Тополиная. Время стали 14 километров, видела 3 круга там.
На северных дорогах автомобильные заправочные станции большая-большая редкость. Поэтому, если удается заправить машину, то водители обычно заправляют полный бак, а также все запасные канистры, которые везутся с собой. Ведь может случиться так, что до следующей заправочной станции несколько сотен километров, и то при приближении к ней выясняется, что она может не работать. Это может быть очень неприятным сюрпризом, поэтому при малейшей возможности водители, отправляющиеся в дальнюю северную дорогу, заправляют полные баки. Чем мы сейчас и занимаемся. За мной поселок Теплый Ключ. Смотрите, какая прекрасная сегодня погода. Послеобеденное солнышко греет, уже по-настоящему все весеннее, вокруг лужи, а мы двигаемся на север. Это круто. С Теплого Ключа уже хорошо видны отроги Верхоянского хребта, которые должны будем преодолеть и спуститься в Янское плоскогорье, где находится знаменитый Верхоянск. А сегодня экспедиции необходимо пройти несколько сложных перевалов, такие как Хунхадинский и Большой Ольчан. А по времени выходило так, что второй придется штурмовать уже в темноте. Ну вот мы проехали от Ханнега, от районного центра Тампонского района, первые 100 километров. Вот 100-й километр называется у нас. Здесь в 1947 году была организована база Алданского районного геологоразведочного управления. А тут вот буквально через несколько сот метров вот на развилке это идет на сторону Тополиного, до Тополина 188 километров. И далее, вот как видите, Батагая. Отсюда 900 километров. Дальше вот идет до Магадана эта дорога. С поворота на автодорогу Яна, по которой нам предстояло ехать до Батагая, начался протяженный горный участок нашего маршрута. Пошли на обход. Перевал за перевалом, перепады высот, 100-метровые обрывы, куда страшно смотреть, и нескончаемый поток грузовиков. Здесь и многотонные самосвалы, бензовозы, тралы с техникой, полуприцепы, северный завоз в самом разгаре. Нам очень помогло то, что в головном УАЗике находилась рация, настроенная на волну дальнобойщиков. Потому что с месторождения Прогноз вывозится руда до месторождения Нежданинское, где она перерабатывается до концентрации. А потом этот концентрат золотоносный выводится с месторождения Нежданинское до Нижней Бестяха. И оттуда дальше уже железной дорогой отправляется. Время. Причем дорога, что интересно, в очень хорошем состоянии. Конечно, да, где снег потаял, на дороге образовались лужи, и встречные автомобили, либо даже впереди идущий автомобиль забрызгивает весь перед, лобовое стекло, фары, и это необходимо вовремя устранять при каждой остановке, протирать фары, протирать лобовое стекло, потому что от этого напрямую зависит безопасность движения, а северные дороги, они любят безопасность. Сюда можно ехать только ради ужина с такими потрясающими видами. Ближайшее кафе в 100 километрах сложных горных дорог.
стоят. Дерденне. Были улучшены тут. Так это не обучен были. Так когда я кейп преимущества. Четвертый проехал. Да, все нормально, проезжаю. Горные дороги завораживают жителей равнин своей необычностью. Особенно ночью они вызывают почти детский восторг, несмотря на смертельную опасность, которую они в себе таят. Сначала показалось, фары светят по небу. А нет, по склону ползет грузовик. К тому же по рации передали, что несколько грузовиков на спуске. Стоим, ждем. Ну что ж, друзья, вот мы и вскарабкались на вершину перевала Большой Альчан. Высота здесь примерно 1600 метров, и на вершине, на самом перевале, установлена скульптурная композиция оленя, указывающая на то, что места здесь оленеводческие. К большому сожалению, перевал мы прошли в темноте, поднялись в темноте, ориентируясь по свету фар спускающихся машин. Быть может, на обратном пути нам удастся запечатлеть всю красоту этого подъема в светлое время суток, и тогда мы сполна насладимся видами. Действительно, перевал достаточно крутой, извилистый, местами даже немножечко страшновато. Может быть и хорошо, что мы не видим то, что происходит внизу, за обрывом высотой 500 метров. Команда бодрая, сейчас у нас достаточно холодно, время 8:45 вечера. Мы потихоньку, шаг за шагом, километр за километром приближаемся к нашей конечной точке сегодняшнего дня, к Тополиному. Едем дальше. Евгений оказался прав. На обратном пути наша экспедиция проехала этот перевал в светлое время суток. Вдохновленный поездкой на север поэт, главный редактор литературного журнала «Чолбон» Гаврил Андросов, стоя у обрыва, прочитал одно из рожденных в ходе экспедиции стихотворений. Аллаңа тигар күнере, қахандағаны таңнар бат. Сеңнер кытыл кәхтер кәле, сир аннар да саңар бат. Бұлыттар онна бурғалар, бөлі сатылар ол күні. Бейләхтер тарғалар, уаттара саппат мөкіні. Таңнары әбетер таптал, икке арда ұллар қарыс. Ол кірбитігер бар құттал, тымыр ұстын сүйрер сыққыз. Сол бар соғытақ арғығым, сор, үрің долға қарамен. Күн ақсын бүппәт кіргігім, күн ота бары бұтығар тән. Давайте вернемся к начальному этапу экспедиции. Тогда мы достигли села Тополиное в 9 часов вечера. Поужинав в кафе, мы разместились на ночлег в вахтовых вагончиках мостостроительного предприятия «Магистраль». Первый день экспедиции был завершен. Доброе утро, страна, как говорится. Доброе утро, республика. Давайте подведем итоги нашего вчерашнего дня, первого дня путешествия. Вчера мы преодолели 771 километр за 15 часов. Выехали из Якутска мы в 6 утра, ровно в 9 мы были в этом замечательном месте. Это село Тополиное. Сегодня у нас предстоит непростой день. Сегодня у нас перегон, автомобильный перегон Тополиное-Батагай. Это один из самых сложных участков. Во-первых, он протяженный, более 500 километров. Во-вторых, там нет совершенно населенных пунктов. Возможно, там заметет настолько, что придется откапывать машины. Все это мы увидим чуть позже. А сейчас настроение у нас прекрасное. Мы выспались, отдохнули. Обстановка располагает к медитации, но некогда отдыхать. Едем дальше.
Тополиное – село компактного проживания эвенов. Находится в южной части Верхоянья на берегу реки Томпо. Население составляет около 900 человек, основным занятием которых является оленеводство и охота. Некогда в селе существовал оленеводческий совхоз «Миллионник», руководимый легендарным героем социалистического труда Василием Кладкиным. Захаров Николай Семенович дем. Мен алдан тантарыттақпен. Бетернер дейін, онына бөрілуі. Бұл стадақтан бәгі білем, Браникка. Хүрбақсыз стада var. Çahana Lebedev'targa. Tavadi 300'ten taqa. İki bir alaqpın paga. Biri kottaraja. Tuğan bahamab. Üçü ya ha. Tabu iri tongorulan bilinca Allah. Болса әде. Түйінші қасар әде. Кәдінеке туын. Начало второго дня экспедиции. Заправка в селе Тополиное, Саханефтегаз сбыта. Но у нас разные источники финансирования по горючим материалам. И в этом у нас есть проблемы, некоторые по карточкам. Ну, сейчас разберемся. И в 8 утра у нас возложение венков к памятникам летчикам, погибшим при перегоночной трассе Алсиб. Ты куда приехал? Я тут уже ответственный. Здравствуйте. Тополенцы, сегодня к вам приехала экспедиция в рамках проекта «Пути великих свершений», организация за Ассамблеей народов России. Путь пролегает от Якутска до Тикси. Сегодня мы очень хорошо переночевали. Компания «Магистраль» предоставила хорошие спальные комнаты. Позавтракали, поужинали. Ну и сейчас мы хотели бы возложить гирлянду в память наших тех людей, которые нам сохранили мир. К сожалению, так получается, что кто-то защищает, кто-то живет. Но тополинцы сегодня в этом поселке, в котором работают оленеводы, в котором работают учителя, врачи, в котором живут сегодня производственники. Все в мире и ладу живем. Гирлянду возлагаем глава поселка, руководитель проекта «Пути великих свершений» Георгий Дмитриевич Никонов, советник главы, первый заместитель министра Арктики, рядом со мной Михаил Погадаев и Афанасий Семенович Владимиров, это я. И наш гость из Черопчинского полуса. Василий. Да, ага, глава. Все, 3, 4. И собачка к нам пришла. Операторы готовы? Да. Помните эти события, наши герои-летчики были очень долго пропавшими без вести считались. Они в 1942 году пропали в мае, и их только в 1983 году нашли. Пора ехать дальше. Круглогодичная автодорога Яна по факту заканчивается в Тополиное. Далее до месторождения «Прогноз», разрабатываемая полиметаллом, построена очень хорошая гравийная дорога протяженностью 300 километров. Она с недавних пор с обводом моста у села Тополиное стала круглогодичной. А с месторождения «Прогноз» до самого Тикси только зимники, которые проложены в основном по льду рек.
Вот этот мост протяженностью 498 погонных метров с подъездными путями где-то 2,5 километра. Мостовики, строители, это предприятие было «Магистраль». Построили вот это сооружение за 2 года. Построено на средства компании нашей недропользователя «Полиметалл». Основной фундамент был заложен в 2020 году. Мы подписали соглашение о сотрудничестве между Полиметаллом и Республикой Саха по развитию инфраструктуры северной. Основное, то, что мы взяли на себя обязательство, это по строительству моста и обустройству и содержанию зимника продленного срока действия по маршруту Тополиная, Прогноз, Барелас. 300 километров мы за 2 года обустроили, из них уже порядка 100 километров это круглогодичная дорога. Продолжаем обустраивать зимник, продолжаем соединять, так сказать, с большой землей север. Построили 2 мостовых перехода на том, котором мы сейчас стоим, через реку Тампо. Это самый большой мостовой переход в республике на данный момент, 498 метров, его протяженность, 16 опор. И второй мост порядка 70 метров через реку Дигондя. Сейчас у нас числится 660 сотрудников в штате, из них 30% это с республики. Вот. Порядка 30 человек с Тампонского района и 20 с Верхоянского. Мы ежегодно ведем большую социальную работу. Основное, конечно, наше направление, это что касается Прогноз Серебро, это Верхоянский район. Мы помогаем школам, садам, ремонты, покупка инструментов, компьютеров для компьютерной графики. Ежегодно мы проводим в декабре каждого года отчетные мероприятия, вкладываются существенные средства в развитие районов, в социальную инфраструктуру. Также прогноз работает и в Тампонском районе, в Хандыге точно так же идут доклады со стороны Южноверхоянской горнодобывающей компании. В этом направлении проводится очень большая работа. Спасибо большое, я тоже желаю вам удачи. Я считаю, что мы сделали совместно очень большой шаг в направлении севера. Вам большое спасибо за то, что вы помогли нам в проведении экспедиции. Желаю вам успехов, руководству доложите, скажите, что все хорошо, едем, ходим. Спасибо, удачи вам. Конечно же, мы не можем вам показать такую красоту. Она началась сразу после выезда из Тополиного, после пересечения реки Тампо. Вы видели новый мост, а теперь, буквально через километр, мы не можем просто наглядеться, не можем нафотографироваться. Это невозможно просто воспринять настолько красивые горы. Одно дело запечатлеть это на пленке, и совсем другое дело увидеть это собственными глазами. Но мы не можем останавливаться каждые 5 минут, потому что действительно виды шикарные, нужно двигаться дальше. Но вот здесь особая смотровая точка, которую мы хотели бы вам показать. Автодорогу Яна начали строить в 1947 году силами Дальстрой НКВД СССР. В то время, конечно же, населенных пунктов было мало, и автодорогой пользовались только исправительные лагеря и геологи. Как говорит история, строительство дороги в сторону Верхоянска продолжалось и после Тополиного. Она закончилась в 1953 году со смертью Сталина. Это где-то около 50-60 километров от Тополиного. И дорога вот эта проходит чуть выше, вот, и на этом месте строительство дороги было прекращено. Технологическая автодорога, ведущая до месторождения Прогноз, построена на основе той старой сталинской дороги.
Вот такая связь времен, можно сказать, наследие ГУЛАГа. Хорошо, что на дворе не 53-й год. Мы едем дальше. Время от времени на дороге попадаются такие вахтовые поселки, дорожники, мостовики. Дорога достаточно оживленная, время от времени идут бензовозы, вахтовочки, легковые машины попадаются тоже. Пошел опять легкий снежок, солнце скрылось за тучками, вид прекрасный, и нам вот туда, если получится разглядеть, то за моей спиной просто нереальный по высоте перевал. Там даже видно, что машина спускается оттуда. Отсюда она как маленькая-маленькая черная точка. Нам туда. Новая дорога, построенная полиметаллом, по которой мы движемся, ведущая к месторождению Прогноз, в отличие от старого Зимника, идет по реке Имникан, а затем через перевал спускается к реке Нильгисе и соединяется со старым Зимником у кафе Чолбон. Володя. Когда перевал? Ой, напряженный только сюда. Сюда. Не кайвади. Ну что ж, сегодня мы уже 4 с лишним часа в пути, но ощущения каждый километр, каждую минуту новые. У нас были и лесные дороги, и перевал, неимоверный по своей красоте, снежные вершины, снежная долина, одним словом, белое безмолвие. И посреди этого белого безмолвия радостно увидеть какие-то небольшие вахтовые поселочки дорожников. В одном из них сейчас мы пообедаем, нас гостеприимно пустили внутрь вагончика со своей едой. Да, конечно же, у нас вся провизия с собой, ведь экспедиция подразумевает полный автономный путь. У нас есть еда, вода, вещи, которые мы можем с собой взять для ночевки где-то в экстремальных условиях. Вот сейчас вы видите, как на нас надвигаются собаки. Возможно, у них тоже будет сейчас небольшой перекус нами. Пока этого не случилось, давайте зайдем в вагончик, посмотрим, что там есть интересненького, вкусненького, и двинемся дальше. До Батагая еще много ехать, и самый интересный факт на сегодня – это то, что мы будем пересекать границу Северного полярного круга, границу Арктики. Она примерно через 200 километров. Главное нам ее не пропустить, где у нас припасен специальный указатель, табличка информационная о том, что это граница полярного круга. Пойдемте кушать. После обеда нам удалось пообщаться с местными ребятами. Все молодые, здоровые, жизнерадостные. В них чувствуется уверенность в завтрашнем дне, что сегодня встречается все реже. Прогностен гоктан тополиной гыдлы. Он набу промежуточная база деньги кален турагат. Манна унлагана хоппардар быт. Атыстахаллар, ханьяналлар, ахыллар. Хага жыл нинтен үлли жабыт. Он набу агаяк күнүнен диеләре жабыт. Сезонму битере жуга хата. Бихи опсайта төрдүн 2 масына дебит. Кахын А групп масынават бары 2 хоппар дактар. Олта манна агоон хоппар. Агоонта дакка хоппар. Кален ахан ханьянан бар. Билигин вақтаға тот хақыл бәті бағалақ, олықтақ, жон. Оны тот ұрыт вақта дейін барытын ұтча кәлі күрдік ханығыр етіп білген күрдіққа барыта хақалар болған әрелдер. Бей тәл-тәбіде барыта хақалар. Бейді кәлі хоқ. Нұтчалы бұтта хоқтар бағалақ, әтергелі. Анды дуғаты
Toqput büteliger bağırı emede. Aydamıt. Barı şöyle bağırdık. Eylaktık olur okutu bağırı emede. Mirnayı niye bacayı kurduk. Oğlu budur da şöyle bolu öde. Ona tabarılı Daroviyanı ekspedisiyat ayağını şöyle bolun. Acamaka deyin. Kendine konumdaki koruyor kupula. Beyebidin. Арктические дороги ошибок не прощают. Эти многотонные самосвалы, видимо, расположились на отдых прямо на льду. Результат печальный. Через 2 часа доехали до участка «Прогноз». Здесь заканчивается насыпная дорога, начинается настоящий арктический зим. Кафе Калиаган, тонна чай дамарамут уже он уже кутуго. Яхтын такалып. Товарищ Хайк, ара. Ара. Несмотря на кажущуюся по карте небольшое расстояние, мы преодолели за очень долгий промежуток времени, и в кафе мы прибыли уже на закате. Все дело в том, что дорога полностью повторяет все витиеватые изгибы реки. Мы находимся приблизительно в 150 километрах от поселка Батагай, в замечательной, очень антуражной чайной, где можно попить горячего чая, покушать супчик, есть также второе и немножечко погреться. Ужин, скорее всего, это уже происходит. Сейчас мы перекусим и отправимся дальше. Евгений сильно ошибается. До Батагая еще около 280 километров, а до Северного полярного круга 120 километров. Кстати, да, экспедиция туда доехала в кромешной темноте, поэтому табличку, обозначающую пересечение полярного круга, повесили уже на обратном пути. Полярный круг. Здравствуйте, друзья! Доброе батагайское утро. Давайте подведем итоги вчерашнего дня. Приехали мы вчера поздно вечером, а все потому, что дорога здесь не сказать, что простая, не сказать, что суперсложная, но тем не менее продвижение происходило медленно. Ехали мы 16 часов из Тополиного, естественно, с остановками на размяться, с ужином, так сказать, можно в одной из чайных. Добрались прекрасно, преодолели вчера более 500 километров, 510, по-моему, и заночевали в поселке Батагай. Сегодня у нас очень насыщенная программа, у нас выезд в Верхоянск. Как вы видите, здесь весна тоже вступила в свои права, снег чернеет, на улице уже достаточно тепло, и чувствуется приближение короткого северного лета. Вчера мы пересекли границу полярного круга, это тоже знаковое событие. Теперь мы территориально находимся в Арктике, в полноценной, можно сказать. Это тоже для многих из нашей команды впервые. Батагай – поселок городского типа, административный центр Верхоянского улуса Якутии. Население составляет около 3800 человек. Поселок возводился в 40-е годы в связи с открытием и разработкой месторождений олова. Основной рабочей силой служили узники лагерей Севвостлага, позднее Янлага, входивших в состав Дальстроя НКВД СССР. Рабочий день экспедиции в Батагае у нас начался со встречи в администрации Верхоянского улуса, где собрались руководители заинтересованных организаций, пресса, историки, краеведы. Мы рассказали о целях, задачах экспедиции, о проекте «Пути великих свершений».
Начальник экспедиции Афанасий Владимиров, как председатель Ассоциации народов России в Якутии, основал районное отделение общественного движения. Доедем до местности Провал, термокарстовой котловины Батагайка. Далее у нас территория поселка Эгехая. Они нас там встретят. Раз, два, три. Стойте. Еще. Откинули нам. Раз, два. Особого внимания заслуживает местный дом культуры 50-х годов постройки. Бытует мнение, что истинное его предназначение – это железнодорожный вокзал. Друзья, вот здесь планировался во время строительства перрон, выход к железным путям, к железнодорожным. Сейчас здесь Дом культуры, но кто знает, кто знает. Дом культуры очень шикарный. Здесь масса элементов из советской эпохи. Все такой сталинский ампир. Очень тепло нас встретили здесь. Перед тем, как выехать в город Верхоянск, посетили обзорную площадку поселка Батагай. Лучшего места для записи интервью, пожалуй, не найти. Вкратце расскажу про Батагай. Батагай начали строить в 1936 году. Нашли у нас Эгехая 30-е годы олова в 22 местах. И сначала построили Эгехая, там воды не хватало, поэтому тут и решили в Батагае построить обогатительную фабрику, потому что вот видите, вот это течет река, тут раньше русло реки было, оттуда воду брали и вот здесь обогатительные фабрики применяли. Да, раздравливали и сушили, и отделяли вот руду, специальные контейнера, загружали и везли сначала по реке до Новосибирска, где строили этот завод двигателей. И потом в 40-е годы начали дорогу построили и на машине везли. По пути в Верхоянск посетили знаменитую Батагайскую термокарстовую котловину. Но оно образовалось, конечно, в период строения вот поселков Батагай и поселка Эгехая, так как вот даже наглядно мы видим то, что нормальных здоровых стволовых деревьев на данной местности не имеется, так как интенсивно шла вырубка леса для дров, для строительства. Поэтому, когда прошелся вот трактор или машина, вот образовалась коля, и после этого вот с каждым годом вот по ручью весеннее время, полугодие вот именно, образовалась вот такая вот котловина. Но по космоснимкам мы видим то, что в 1971 году оно было как глубоким оврагом. И в 1991 году оно вот свой облик приняло. Как сейчас мы видим, как морской скат, а до этого в 90-х годах на сперматозоид был похожий. Эта местность уникальна не только палеонтологическими находками, которые здесь в 2009 году мы нашли здесь останки вот 65% ископаемой лошади, древней лошади. Геологический возраст дал 4450 лет. Потом тем же осенью я нашел вот тушу целого бизоненка. На данный момент оно является до сих пор единственной в мире находкой, целая туша бизоненка. Вот. И в 2012 году Григорьев Семен Егорович нашел копытного лемминга, целую тушу, мумию. Радиоуглеродный анализ дал возраст больше 50 тысяч лет. И в 2016 году здесь целую тушу жеребенка. Назвали батагайский жеребенок. Радиоуглеродный анализ дал около 43 тысяч лет. И самой уникальной находкой, мы считаем, это позапрошлом году, в 2024 году, нашли целую тушу мамонтенка. Мамонтенка назвали Яной. Примерный возраст считается более 100 тысяч лет. Нижние слои
позже, считается от 200 до 400 тысяч лет тому назад. У нас есть Нижний мир в нашем районе. Средний мир считаем город Верхоянск, в котором зародилась культура народа саха, так как первым был полицейный Иван Александрович Ходюков, который все вот это вот, нашу этнографию, нашу культуру вот, до наших времен сохранил. И верхний мир мы считаем, вот вдали вон видно горы Киелях. Вот. Да, вон там горы Киелях, вот, видно. Поэтому мы считаем это нашим, мы гордимся своим. У меня 3000 подписчиков, ты чё? Я не рыбу Затем экспедиция посетила поселок Эссе-Хая, где местное население организовало нам торжественную встречу по русскому обычаю с хлебом, солью. Бебин калантор bu kulak sistematın Эссе-Хаяден bir ulhanlık biller fabrika şahtатын baytar zavodun attır kalantor bu serge hürbetçe lağır attır turbut eden bolaqtaqtır kapsiller historikler eten ottamanna billerin kördük elbaq sahasırın nurgun yanlara eme beylerin teyak solları bulan turallar o kuditoy banar bita oldu kesnafanta oldu o beyler bu beyge bir duydular Anani Nikonoviç Andreyev bir biller köster çağılxay halayatçı Savnarkom председателя Олақ жаға қайыстыватын наркомны ләбет бастықы Теплоэлектр центральға директор Давид Кейкалан манна сери билеметегер бәйтін олығын дүміктен тұрыр. Итак, мы находимся на автодороге, которая связывает поселок Батагай с городом Верхоянском. Остановились в священном месте, чтобы возложить, так сказать, традиционные угощения для духов. Это оладушки. Двигаемся в город Верхоянск. Город Верхоянск ранее был столицей Верхоянского района, но потом это право перешло к Батагаю. Тем не менее, Верхоянск борется сейчас за право сохранить за собой имя полюс холода с известным Олимиконом. Где же холоднее, Верхоянске или Олимиконе? Вопрос риторический. Но я думаю, что столь низкие температуры зафиксированы в этих населенных пунктах, безусловно, имеют право на рекордные. Таким образом, наша республика по праву держит статус самой холодной территории нашей страны. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в самой холодной точке мира, в городе Верхоянск. От всей души благодарим вас за то, что нашли время присоединиться к нам сегодня. Верхоянцы встретили нас со всей теплотой, присущей жителям одного из самых холодных точек нашей планеты. Песней, якутскими оладьями и кобыльим кумысом. Уруй! 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 Верхоянск оспаривает Цоймяконом и Норд-Айсом, что в Гренландии, статус полюса холода северного полушария. Любопытно, что Верхоянск – самый малочисленный город в России с показателем в 745 человек и самый северный город Якутии. Также здесь зафиксирован мировой рекорд по самой высокой температуре севернее полярного круга – плюс 38 градусов Цельсия. Если кратко рассказать об истории, то Верхоянский острог был основан в 1638 году постником Ивановым в качестве зимовья. Статус города получил в 1817 году. 5 лет спустя был образован Верхоянский округ с центром в
Будучи комиссаром по Верхоянскому округу от Временного правительства, здесь в 1917-1918 годах проживал основоположник якутской литературы, философ, этнограф Алексей Елисеевич Кулаковский. Удивительно, но сохранился дом, где он жил и работал. На стене этого исторического строения наша экспедиция торжественно при стечении горожан открыла памятную табличку, свидетельствующую об этом событии. Поистине историческим событием. Знакомство нашей экспедиции с Верхоянском продолжилось в местном музее. Нужно отметить, музей обладает замечательными экспозициями, где выставлены поистине бесценные экспонаты. Күн жылғын бір аттақ, тоқар барда, алдаты үдер әрбір. Тестейді сұрық. Адамана тоқтақ ұлды. Пирамида дейді мощетті. Кісіму. Отдельная благодарность сотрудникам музея за отличную экскурсию, их увлеченность своей профессией, всесторонние знания и преданность любимому делу. С участием барона Эдуарда Толля. Бу Толь тыгынчы ағы сөз ауан алтығылаға бу әме хәли моғын көддүрет Арктикан өрет әлі. Оны бу архив командық тоқтар қыстеллер. Кені манна тыгынчы ағы сөз ауан төтсіллаға кәлін қайыребет. Метеостанцияны тұтар, олонны кавалік бәлеттер. Минус алтуан хәтті ғылы ағыс бу. Қолы бу архив командық болар әбет. Бу манна Сергей Ковалик бар, рукопись чернила, Тоқсуньойга минус алтуан хәтті ғылы бір бу белетембет. Онны хүс көддірі бу. Олыньо ұйға тұғынчағы сөз тоғын екі ғылаға, тоқсуньо 5 күніттен хәтті чыйла тыгарды, алтуан хәтті ғылы ағыс үсті белетембет. Особо нас заинтересовали экспозиции, посвященные Алексею Елисеевичу Кулаковскому и уроженцам Верхоянского улуса, ярким представителям якутской интеллигенции начала прошлого века, таких как соавтор первой якутской конституции Георгий Семенович Ефимов и Василий Иннокентьевич Новгородов. Доброе верхоянское утро, друзья! Вчера у нас прошел очень насыщенный и плодотворный день в городе Верхоянске. Сделали много интересных встреч, посмотрели на достопримечательности, покушали, вернулись в Батагай. Сегодня мы выдвигаемся из Батагая. Наш путь будет лежать в Усть-Куйгу. Расчетное время в пути 10-11 часов, но, как говорится, по северным дорогам лучше время не загадывать. Сегодня у нас будет в основном передвижной день, будет много съемок, будет много интересных локаций. Я думаю, что дорога до Усть-Куйги для всех в новинку, поэтому впечатлений у нас будет масса. Двигаемся дальше. Пути великих свершений движутся на север. На пути исследования заправляемся на заправках Саханнефтегазсбыта. Ну и, конечно же, благодарим за то, что наши компании, которые помогли с ГСМ, это Полиметалл, ДЭП-135, РИК+, ну и Татавтодор. ЖДЯ Якутии тоже помогает. Поэтому сейчас полностью заправляемся под баки полные, берем себе в канистры бензин и до Усть-Куйги. Спустились на лед Яны. Дорога отличная, заносов нет. По ней предстоит ехать 380 километров до Усть-Куйги. Примерно через час на востоке показались знаменитые горы Киселях, центр притяжения туристов со всего света.
Эңеле хилегер кэлэн турабыт. Эңелер жантан боққотугу сақалар бир улаққан қалың бистері болар. Эңе хелиттен төрүттәк жоннортон ордук кэлэн кемге иялон қохот Дарья Томская, Чайка ата теңник билдер. Чайная на трассе, это все тоже село Сайды. Здесь одна из кафешек не работает, зато работает другая, называется «Гараж». Очень хороший ассортимент, адекватные цены. Здесь мы сейчас пообедаем, попьем чай. Очень уютненько, антуражно. Классно. Местная валюта. Да, местная валюта. Ага, местная валюта. Размен, да? Размен. Мне, пожалуйста, борщ. Кусочек хлеба один. Что говоришь? Так, чай. И можете чай. Верхояние – один из традиционных центров по разведению якутской породы лошади. Особенно хорошо это видно в селах. Почти у каждого дома имеется стойло для лошадей, а сенокосные угодья почти везде огорожены. Мы пообедали и поехали дальше. До Усть-Куйги осталось немного, чуть более 200 километров по зимнику, проложенным по льду Яны. В Усть-Куйге, это, между прочим, уже Устьянский улус, нас встретили очень тепло. Угостили по-русски хлебом с солью, по-якутски оладьями, по-ивенски строганиной. Для встречи с нашей экспедицией глава улуса Валерий Сидорин специально приехал с депутатского. Дорога из-за снежных заносов заняла 11 часов. Устьянский район славился в свое время сильным производством. Это времена были, слава его выходила далеко за пределы и Устьянского улуса, и за пределы Республики Саха-Якутия. Слава гремела по всей России, его промышленность развивалась. Ну, в 2009-2010 годах, после банкротства ГОКа, конечно, наступил вот этот 10-летний период так называемой стагнации, когда основной заказчик, депутат Схолова, стал банкротом, грузообъемы перевозок снизились, вернее, остановились, предприятия останавливали свою деятельность, также банкротились, и наблюдался резкий отток населения. Сейчас население составляет 6650 человек по всему району. Да, есть такой отрицательный показатель, как убыль населения. За 2 года население по статданным уменьшилось на 165 человек. Это 24-25. Конечно, это минус большой. А что человеку нужно? Благоустроенное жилье, хорошая работа, оплата. Вот здесь, конечно, мы хромаем. Это касаемо благоустроенного жилья. Я беру такие населенные пункты, как Куйга, как Нижнеянск. Здесь надо упор делать. Проблема в том, что жилье, можно сказать, порядка 80% аварийное. Весь этот вопрос надо решать все-таки на более высоком уровне и как-то планы предусматривать. В целом, хочу сказать, вот в Куйге мы сегодня находимся. Куйга, как она и ранее имела предназначение перевалочного населенного пункта для дальнейшей связи с Северно-Батантайским улусом, с Верхоянским улусом, она свою функцию выполняет сейчас. Период стагнации, который начался с 2009 года, в 2020 году, я уже говорил, он прошел. 2020 года, вот приходом атомщика, приходом недропользователя, я подчеркиваю, на сегодня даже Полиметалл заходит депутатский. Серьезная организация, серьезная фирма, и мы надеемся только на
дальнейшее развитие. Это однозначно. Как отметил глава Улуса Валерий Сидорин, атомную станцию малой мощности возводят в целях реализации нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Ввод запланирован на 2028 год. Нас поселили в вахтовом поселке строителей этой станции. Условия проживания рабочих выше всякой похвалы. Комфортабельные комнаты, отличная столовая со вкусной едой и, конечно же, добродушный гостеприимный персонал. В Усть-Куйге уже поздний вечер. Мы вышли из здания местного клуба. Нам провели прекрасную презентацию поселка Усть-Куйга с фотографиями, с историческими данными. Мы посмотрели выступления юных талантов этого поселка, послушали речи администрации, выступили представители экспедиции «Пути великих свершений». В общем, вечер прошел в теплой, дружественной обстановке. Было здорово. Сейчас мы едем отдыхать. У нас впереди еще много работы, а Тикси, между тем, все ближе и ближе. Знаете, что меня удивляет все эти 4 дня, то, что мы едем? Это необычайно теплое северное гостеприимство. Куда бы мы ни приехали, в любом поселке, в любой кафешке, в любом поселке городского типа, в городе, в селе, люди так добродушно, искренне нас встречают, улыбаются, машут, задают вопросы, не говоря уже про хлеб-соль, про какие-то выступления, про национальный колорит. И чем дальше мы движемся на север, тем больше у меня появляется ощущение, что север — это действительно богатый, добрый, великодушный, единый народ. На следующее утро, поработав в речном порту, выехали в сторону Северного Ледовитого океана. По плану, экспедиция должна была сегодняшним вечером достигнуть конечной точки маршрута – Тикси. Но Арктика по этому поводу имела свои планы. Тем утром мы еще не предполагали, какие сложности ждут нас впереди. Преодолев около 120 километров, у заброшенного поселка Северный наш путь, поднявшись на гору, свернул на север. До Северного Ледовитого океана оставалось еще 230 километров. Поселок Северный – один из многих заброшенных на севере поселков. При нем была действующая нефтебаза. Нефтебаза и сейчас действует. Мы проехали мимо огромных хранилищ. А вот сам поселок, к сожалению, заброшен. Хотя здесь есть несколько каменных домов. Очень удачно он расположен прямо на берегу реки. Отсюда до Тикси показателю 453 километра. Совсем немного осталось до конечной точки маршрута. Чуть дальше Северного начался очень живописный участок маршрута. Голая снежная пустыня. По словам Ильи Шадрина, на такой высоте деревья уже не растут. Через десяток километров доехали до знаменитого поселка золотодобытчиков Кулар. Ну, история Кулар золота началась с 1950 года, когда начальником этой партии Малойской был уроженец Тампонского района Баякантайского наслега Ефимов Гаврил Петрович. Человек легендарный, имел образование 7 классов, потом прошел подготовительные курсы краткосрочные коллектора, но ныне это техник-геолог. Его в 1936 году подобрала, можно сказать, экспедиция геологическая, которая через Кыргызхаджай по Алдану пришли и в Кыргызхаджае разгрузились и вышли вот на Янский район. Как сына раскулаченного, он не имел права продолжать учебу, быть избирателем, и на работу, конечно, трудно было устроиться. И первое время он работал в складских помещениях, но вот дорос до начальника Амулойской партии. В 50-м году их полевой сезон, здесь они отрабатывали 260 километров по архивным данным. И он выявил золотоносность вот этого бассейна. На следующий год уже создали крупную геологоразведочную партию.
Но, к сожалению, эта партия отработала не очень удачно, и они дали заключение о неперспективности на золото вот этого бассейна. И в 1959 году друг Гаврила Петровича Кузнецов, достаточно такой известный геолог, он поднял архивные данные, материалы полевые Гаврила Петровича, той партии, и поддержал заключение, говорил, начальника партии это Ефимова. Тогда на следующий год тоже друг Дементьев Михаил Федорович уже создал капитальную такую партию. Представьте, на следующий год уже было принято в 60-м году строить здесь поселок Кулар. Кстати, эта экспедиция была, это не янгеология, она потом стала янгеология. Это было подразделение Дальстроя НКВД СССР, который осваивал Заполярье. Сами знаете, в 70-х годах они в среднем, по крайней мере, у меня в памяти осталось, до 7 тонн в год добывало это Кулар золото. Закрывался он где-то в конце 70-х годах. Истощение пошло у нас. И другие месторождения открыли. А так запасы не такие были богатые были, но не такие большие. Вот такая история у нее. На берег Северного Ледовитого океана нас должна вывести река Амалой, которая течет на север вдоль хребта Кулар, затем выходит на приморскую низменность. До Найбы 200 километров осталось. Проехали село Хаир. Водители все хорошо работают. Хотя Георгий Дмитриевич их хочет поругать. Сказать, что процесс дозаправки застал нас посреди огромной белой пустоши. Это, по-моему, уже устье реки, а может быть это даже начало моря Лаптевых. Какая река? Амалой. Амалой. Это все еще река Амалой, да. Посмотрите, какая она здесь широкая в этом месте. И границ вообще не видно. Дельта реки, да. И совсем немножко осталось у нас до моря Лаптевых, потому что поселок Найба, Хараулах по-якутски называется, стоит на берегу моря Лаптевых. Самое главное успеть туда затемно добраться. Преодолев первые небольшие снежные заносы, в 5 часов достигли моря. Нашей радости не было предела. Многие из нас впервые оказались на берегу Северного Ледовитого океана. Сегодня 30 марта 2026 года, около 17 часов вечера. Мы доехали до моря Лаптевых, бухта Хараулах, рядом с поселком Найба. Это у нас 5-й день нашей экспедиции. Мы сегодня утром выехали с поселка Усть-Куйга в сторону Булунского района. Ближе к морю очень много заносов. Если бы не поддержка автодорожного предприятия «Восток» и автодорожного предприятия «Дороги Арктика», мы бы не проехали. Все живы, здоровы, автомашины исправны. Надеемся сегодня работать в Найбе. Через час без приключений прибыли на границу Устьянского и Булунского районов. Там стоят дорожники, которые сегодня пробили дорогу со стороны Кулара. Вскоре должны подойти их коллеги со стороны Булунского района. Ну что ж, друзья, вот проект «Пути великих свершений» добрался до самого северного улуса, одного из самых северных улусов нашей республики,
Булунский улус. Вы видите, здесь есть знак-указатель. Здесь такая импровизированная парковочка. По пути мы встретили путешественника на автомобиле с 43-м регионом и взяли его с собой. Едем теперь колонной из 5 машин. Стоит дорожная техника. Вы видели, наверное, так называемый кальмар, трактор К-700, который предназначен для расчистки дороги. Целый передвижной штаб дорожников. Офис в Кунге Урала, цистерна с топливом, ну и, собственно, сам трактор, кальмар, который это все дело расчищает. Без их помощи на автомобилях здесь не проехать. Нам предстоит это понять уже очень скоро. Проблемы возникли почти сразу. Несмотря на то, что дорога была расчищена на днях, ее занесло снегом довольно сильно. Снег. Точнее, снежный наст здесь не то, что под Якутском. Приходилось не просто выкапывать, а буквально выдалбливать снег кусками. Первое застревание, друзья, ради этого мы, в общем-то, сюда ехали. Да, дорога непростая, если с первого километра уже такие приключения. Но что поделать, у нас огромная слаженная команда, множество лопат, и мы не боимся трудностей. Между тем солнце скатилось за горизонт. Что действительно нас порадовало, это то, что вдалеке замаячил свет от фар пробивающих снег дорожников. К тому же ветер практически стих. Наконец, в районе 10 вечера к нам пробились наши спасители. Дорога вперед была открыта. Ну, восход выехали в 10 утра, пока заправились туда-сюда. Ну, в этом году что у нас? Аномальный год, много снега, считай, каждую неделю ходим практически сюда. Это маршрут вот этот именно До границы. границы 210 километров. С Лусьянским улусом. Да. Но до границы доезжаем, мы уже в другой часовой пояс переходим. Там сегодня мы встретили, они стоят-то. Нет. Вот. Нет, эти дорожники. Нет, ну я понимаю, нет, до знака доезжаете, если по GPS обратите, что часовой пояс перепрыгивает. Сейчас какие вот доезжаете до границы, потом... Что, ложимся, кушаем, ложимся спать. Потом... И обратно, то есть отзвонимся руководству. Расширять будем. Рассказ о работе дорожников, особенно это касается наших, якутских, заслуживает отдельного фильма. Здесь, в Арктике, при температурах порой ниже 50 градусов, они работают иногда даже без выходных. С учетом того, что авиабилет до Якутска стоит порядка 50 тысяч рублей и выше, дорога – это единственное, что связывает север с материком. Не стоит забывать и о северном завозе, работа которого всецело лежит на плечах дорожных предприятий.
Ну что ж, пора подвести итоги вчерашнего дня. Сегодня прекрасное солнечное безветренное утро на берегу Ледовитого океана в Найбе. Вчера поздно вечером мы все-таки добрались до сюда. Связано это было с тем, что после пересечения границы с Булунским улусом дорога автозимник стала просто местами непроезжабельной. Мы толкали, тянули, копали, рыли. Да, конечно, это четырехвыдовые УАЗы-патриоты, это огромная команда, но против природы, против заносов снежных, против стихии иногда идти сложно. Дождались дорожников, отправленных к нам на помощь. Они расчистили дорогу на специально оборудованном тракторе «Кальмаре» с КАМАЗом, который после трактора трамбовал это огромными покрышками, и движение наладилось. Поздно ночью в 2 часа мы прибыли в поселок Найба. Нас тепло встретили, накормили горячим ужином, разместили в поселковой больнице. Кстати, очень эпичное антуражное здание, обязательно его сейчас увидите. И теперь мы готовы с новыми силами, с новыми возможностями, с отличным настроением, потому что сегодня мы достигнем конечной точки нашего путешествия, нашей экспедиции, это Тикси, с новыми силами двинуться в этот путь. Сейчас у нас пройдут встречи с общественностью в поселке Найба, далее мы загружаемся в наши проверенные километрами северных дорог УАЗы-патриоты и двигаемся в Тикси. В Найбе проживает чуть более 400 человек. Основное их занятие – рыболовство, охота и оленеводство. В селе имеется все необходимое – детсад, школа, больница и другие организации. Быйыл муцкай бәннәр бит. Бер хәнскә тәгәттән калбит бит. Бу муараны батан балыктан манна токтанас буттар. Онна жан капсанынан амбастан, жан мустан бу бәйләре табаларын туттараннар, ген бу хүбәннән муньяктан ген дет булды. Таддык туттаннар ген налык сүп токтанас бисиддәре. Бу баллагына бу хынтыр ден, онтан икки отделениялар ата, амалай хайыр. Билионусяна бутону, хайер амалай бөхөләгә, оны бу барган Приморская совхоз китиренә бу хынтырәтә. Тынча. Приморский совхоз эммите. Онна ото тастынча ду. Без постоянно тух стада алтса була көлүш, нагунны өлөрөр стада, ватер стада эте, алт стадалар. Северное гостеприимство продолжает нас удивлять. К нашему восхищению местные жители встретили нас строганиной, эвенским обрядом очищения и, конечно же, круговым танцем седжа. Затем нас пригласили в школу, которая с воздуха выглядит как единственное яркое пятно в облике села. Отличное новое здание, оборудованное по всем высоким стандартам. Как говорится, все лучшее детям. В школе мы посетили музей, наглядно рассказывающий историю села, быте и именитых сельчанах. И, конечно же, дети, они везде дети. С их непосредственностью, естественностью они покорят любую публику, даже такую сдержанную на эмоции, как мы. Лошадки, а вам-то как живется в таком суровом климате? Как добываете пищу? В Найбе мы были крайне удивлены наличием якутских лошадей. И еще удивительнее факт того, что на них пасут оленей. Stadalar bilegen tavalарын bu hılgından körediler. Bugün iller hılgıları, kölüddere. Manan hıccanlar tavalарын ketiller, stadaların halayallar, onu kurduk hıccanlar. Ambastan istevin hantik. Kayanlık, bu turallar, bu kölüd atları. Мы стоим возле очень интересного сырга. Это поставили коневоды Хараулахского наследия
на берегу Северного Ледовитого океана. Серге более похожа на своих собратьев из степей, похож на бурятскую серге, алтайскую чака, на тувинскую тоже, потому что вершина четырехгранная, а обычно вот классическая якутская серге это вот круглый верх, ну вот последние годы чороны, поэтому тут видно, что что-то интересное, мультикультурное серге, и очень характеризует быт, культуру жителей севера. Тем временем ветер начал усиливаться, поэтому мы, встретившись с населением в Доме культуры, должны были уже выдвигаться в Тикси. Похвально, что вчера на вездеходе «Бурлак» для сопровождения экспедиции прибыл глава Булунского улуса Афанасий Андросов. Мы были полны энтузиазма и были уверены в успешном исходе сегодняшнего перегона Найба-Тикси. После выезда из Найбы ветер неимоверно усилился, порывами выше 20 метров в секунду. Начались первые застревания наших патриотов. Стало ясно, дело безнадежное. Тут нашему самому опытному водителю, Александру Иларову, приходит мысль оставить автомобили в Найбе и выехать в Тикси на Бурлаке. Все согласились без раздумий. Другого варианта не было. Так, одно из предложений – машины вернуть в Найбу и уехать на Бурлаке до Тикси. И завтра на Бурлаке прийти тоже в Тикси. Погодка, я бы не сказал, что прям слишком плохая, но бодрит. Немного бодрит. Легкий северный бриз. Оперативно перегрузились в Бурлак. Благо, места там много. Часть нашей команды хорошо знакома с этой машиной по экспедиции Якутск-Охотск. Привет всем участникам той эпопеи: Алексею Слепцову, Якову Мостовщикову, Афанасию Махатырову, ребятам из МЧС и другим. Пурга разыгралась не на шутку. Летят снежные заряды. Видимость несколько сот метров. Водитель идет, ориентируясь на навигатор и полагаясь на свой опыт. Бурлак, ввиду своих недетских габаритов, имеет большую парусность, поэтому машина идет с довольно большим галсом на левый борт. Настроение у всех приподнятое. Мало кто из нас попадал в такую пургу. К тому же на льду море Лаптевых. Живописное место, между прочим, здесь береговые скалы. Дорога идет практически вдоль них. Ветер не стих, более того, по-моему, он усилился и даже немножко поменял направление. Стоять сложно, можно лежать на ветру, но холодно. Если честно, вообще ничего не видно. То есть просто вот белая пелена. Вот так вот это выглядит. Здесь вот скалы, которые, наверное, в хорошую погоду, особенно летом на закате, очень живописны, но не сейчас, далеко не сейчас. Совсем другой вид на скалы и море открывается в ясную погоду, которую нам удалось застать на обратном пути с Тикси в Найбу. Каменный исполин, стоящий на льду Северного Ледовитого океана, производит неизгладимое впечатление. Мы находимся возле горы Эркюля.
Это часть Найбинского кряжа, которая впадает в море Лаптевых, и это уникальное историческое место. За данной горой находится река Хараулах, что и послужило названием Хараулахскому национальному эллинскому наследию. Ну и сам поселок Найба – это тоже такое уникальное историческое место, где живут очень хорошие люди, уникальные места. Занимаются оленеводством, рыболовством, и как раз вот легендарный Хараулахский хребет, в котором обитает наш Хараулахский горный баран. В этих краях скрыта тайна трагической судьбы Петра Ласиниуса, шведа по происхождению, начальника Ленско-Колымского отряда Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Именно здесь, в августе 1735 года, бот «Иркутск» под его командованием из-за ледовой обстановки был вынужден встать на зимовку, которая закончилась гибелью почти всей команды. Уже 11 августа экспедиция Ласиниуса была затерта льдами и встала зимовку вот этой местности Хараулах. Из-за того, что место было выбрано не очень удачное, были большие проблемы с сохранностью продовольствия и других необходимых своих товаров, начался голод, и погибло 38 человек. Место гибели отряда Ласиниуса ведутся поиски еще с 18 века. Но могилы Ласиниуса и его подчиненных еще не найдены. Исследователи склоняются к версии, и остатки лагеря и могилы, скорее всего, были смыты в море и обрели там вечный покой. Встретили застрявший Прадо, вытянули, поехали дальше. Мелькнула неприятная мысль, что и в наши дни можно здесь запросто сгинуть в ледяной пустоши. Ну, короче, Мальцевеево. Едем там серпантином. И, наконец, около 4:30 вечера заехали в бухту Тикси, показались портовые краны, нефтебаза. Можно было выдохнуть с облегчением. Крайняя точка маршрута экспедиции «Пути великих свершений» Якутск-Тикси достигнута. Завтра предстоит обратная дорога протяженностью свыше 2000 километров в Якутск. Тикси – морские ворота Якутии. Об этом говорит даже этимология названия поселка, которая по-якутски означает «пристань». Порт здесь начал работать с 1934 года, а после Второй мировой войны поселок начинает развиваться как военная база и вплоть до недавнего времени носил статус закрытого и привилегированного поселка. Былой расцвет и достаток запечатлен в муралах, большая часть из которых появилась в 70-е годы. В упадок Тикси, как и большинство подобных поселков, пришел в 90-е, и с тех пор население сократилось до 4500 человек. В настоящее время вроде бы намечаются какие-то подвижки в положительную сторону. Но главная проблема порта – малые глубины, из-за которого невозможно принимать большие суда, остается. Как следствие, грузооборот порта составляет лишь 30 тысяч тонн в год. Поэтому существует план по строительству глубоководного терминала в Найбе. Как говорится, поживем – увидим. Сразу по приезду наша экспедиция приступила к работе.
В первую очередь мы встретились с населением в библиотеке, где также записали интервью. Посетили Музей истории и развития Арктики и Музей естественной истории Горностай, где очень интересную экскурсию провел создатель и директор музея, географ, микробиолог, автор многочисленных научных трудов и книг, доктор биологических наук Александр Гуков. Здесь все можно брать в руки, фотографировать. Кажется, про каждый экспонат Александр Юрьевич может рассказать увлекательную историю, а их здесь тысячи. Поэтому, если будете в Тикси, то обязательно посетите этот уникальный музей. Череп бронтозавра, который нам продали за бутылку водки с Котельного. Один парень очень хитрый. Он сказал: не хотите для музея череп бронтозавра? Конечно, мы хотим. И сразу ему выдали. Он быстро убежал, отдал. Потом мы начали искать, откуда свинья на острове Котельном. И докопались, что в 1930 году Соколов, первый начальник полярной станции Котельный, привез коровы, куры и свиней, поросят, кормить полярников для подсобного хозяйства. Но это 30-й год. Это все было съедено и положено там возле свинарника. Свинарник сгорел давно, они выкопали его, он в отличном состоянии. Нам повезло, и обрабатывать не надо. С тех пор здесь череп бронтозавра. Просто бешено дешевый. За бесплатно. Те места, по которым я путешествую, это была и Турция, и Новосибирская область, и сейчас Тикси. Одна знакомая просит привезти камни. И вот сердолик из музея Тикси, мне кажется, это будет один из самых дорогих сувениров в любой коллекции. Апреля ранним утром экспедиция «Пути великих свершений» Якутск-Тикси выдвинулась из крайней точки своего маршрута поселка Тикси обратно в город Якутск. Впереди 2200 с лишним километров непростой дороги. Путь домой всегда проще и быстрее, и у нас все прошло гладко, без поломок и серьезных задержек. Трудности возникли, как и в прошлый раз, только на льду моря Лаптевых, на перегоне с Найбы в Хаир. Здесь тоже не обошлось без помощи дорожников. Еще раз нужно отметить, что без их тяжелого труда экспедиция не достигла бы всех своих целей. И в конце хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто оказал помощь в организации и проведении этой очень значимой для проекта «Пути великих свершений» экспедиции. И самое ценное, что останется в наших сердцах, это люди, народ нашей республики, который во все века славился своим гостеприимством и особым отношением к тем, кто в пути, к тем, кто идет путем своих великих предков. Там у нас блогер есть, Евгений Никифоров, он, наверное, снимает. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну-ка, стойте. Встать. Как дела? О, давай. Леха! Ага. Тебя я тоже узнал. Это Леха. Ура!